Следующий год, 2020 год, вы объявили годом патриотизма. Какая мысль лежит в основе этого документа? Вы знаете, следующий год, 2020 год, это год юбилея Великой Победы. Мы, конечно же, должны помнить и чтить подвиг поколения победителей, тех людей, которые принесли свободу и независимость всему человечеству. К сожалению, с каждым годом героев войны рядом с нами меньше и меньше. Сегодня их уже 85 человек только в республике осталось, участников и инвалидов войны. И наш святой долг окружить их заботой, вниманием и их, и ветеранов тыла, блокадников, узников концлагерей. И в этом году впервые у нас уже такая появляется категория, как дети войны, которые впервые в этом году уже будут получать ко Дню Победы единовременную помощь от нашего государства, от республики. Вместе с тем, я считаю, что патриотизм, вот как раз которому мы должны учить молодое поколение на примере нашего старшего героического поколения, это не только вот подвиг во время войны. Мы, конечно же, должны молодому поколению учить патриотизму с точки зрения уже сегодняшних дней. У нас в нашей жизни много героев, которые, знаете, не красуются на первых страницах газет, там всяких новостных порталов, да. Они скромно, но очень достойно выполняют свой долг. Спасают людей в хирургических операционных, спасают людей на производстве, помогают решать вопросы людям с ограниченными возможностями, добиваются выдающихся достижений в науке, в культуре, в спорте, прославляют этим и нашу республику, и всю нашу страну. Вот. И об этих людях надо знать, у этих людей надо учиться. И патриотизм, в моем понимании, это же большая ответственность за свою семью, за свой коллектив, за свой район, за свой город, за свою республику и за нашу великую Россию. И вот с этой точки зрения я уверен, что после года консолидации, конечно же, год патриотизма, он еще больше будет способствовать сплочению нашего гражданского общества именно в духе любви к своей родине и дальнейшему развитию вперед.